Шестилетняя Джесси – одна из тех собак, которая во время трагедии 9 ноября искала людей под завалами рухнувшего подъезда в Ижевске. Собаки-спасатели отличаются от животных из других служб особым умением. Любить людей. Любить людей. Никакой агрессии не должно быть к людям. Они должны тянуться к людям, хотеть общаться с ними. От слаженной работы спасателя-кинолога и его четвероногого напарника зависит оперативность поиска, а значит чьи-то жизни. В этом году на прошении дома на Удмуртской тоже мы работали. Джесси нашла двух. Один был, когда она его нашла, еще живой. Генерал Петр Фомин рассказал, что собаки тяжело переносят трагедии, и после чрезвычайных ситуаций с ними нужно проводить реабилитационные мероприятия. Они так же, как люди, стресс получают от таких событий. Животным непросто, но людям морально гораздо сложнее. Главное отличие спасателя – он осознает лежащую на нем ответственность за жизни других. Моя работа, кто-то же должен ее выполнять. Я был в части, сразу выехал на втором ходу по вызову номер 3 при приезде. С помощью аварийного спасательного инструмента приступили к разборке конструкций. Сразу же обнаружили первого пострадавшего, был мальчик лет 13-14. Спасатели работали без оглядки на собственную безопасность, стремясь провести поисковые мероприятия в рекордно короткие сроки. Вообще страха нет уже. И когда мы зашли туда и ходили, когда поняли, что надо подпорки ставить, стали подпорки ставить, и вверху-то плита висит до сих пор. Порой на тех, кто первыми приходит на помощь, лежит ответственность не только за жизнь, но и за психическое состояние пострадавшего. При ДТП приходится скорую ждать, все равно там большой стресс производим, разговариваем с ними, что Среди важнейших задач спасателя выжить самому, иначе помочь пострадавшим будет некому. На памяти старшего инструктора Ивана Гусева случай, когда член команды оступился в условиях плохой видимости и упал в лестничный пролет. Спускались вниз за ним и уже оттуда его там искали его на ощупь по крикам. Он кричал, обозначал себя, и мы уже так его искали. Поэтому в состав звена входит 3 человека. Но и такая предосторожность не панацея. Среди самых сложных за свою жизнь чрезвычайных ситуаций старший сержант внутренней службы Артем Скудин назвал возгорание торфяника в Сюмсинском районе. Торфяные пожары – это когда земля горит под ногами. Полностью на большом периметре валится лес. То есть корни деревьев прогорают и деревья падают. Чтобы служить спасателем, мало иметь здоровья, как у космонавта, и звание мастера спорта. Важно иметь человечность, терпение и понимать, что для кого-то ты – последняя надежда.